мирный народ, мы мирный народ. Кстати, мирный народ, мы не хотим воевать. Но, однако же, если Ельцин это делает, если он это хочет с нами, мы вполне отвечаем за свой рост, за землю, за наших братьев, за полностью чеченский народ, за наших матерей. Будем сражаться до конца, до единой капли крови. Вот мое слово. Это мнение народа, полностью мнение народа, не то, что у меня. Мое мнение одно. Полный суверенитет нашей государства, и все. У меня больше нечего говорить. Я за народ. За простой народ. Мы трудимся и будем трудиться на благо нашего государства. И поддерживаем выборы президента. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Харцунуш Салило, поза безымыш сава, мох, хал, де, доза, болченицах ларда. Нагасана, асина чао, асьёхая, дела, халка, нам тужила сонате. Аллах, амин. Мы здесь для чего собрались? Для того, чтобы свой народ защищать, и мы будем до конца его защищать. Так, ребят? Да. Нет, гвардия интернациональная. Да. Умереть так, всем умереть. Жить так, всем жить. Да. Здесь есть у нас ребята русские есть, да. Армяне есть, грузины есть, даже есть парень из Турции здесь. Здесь интернациональные, понимаете? Мы не ущемляем никого права, ни русские, ни никого. Да. Рой Шлейтерш, министр обороны. Идет, слышите? Все в порядке, салютует Ичкерия. У нас полная гармония уже давно. Мы уже хорошо с друг другом знакомы. Наши женщины, сестры, матеря кормят ребят. Никаких у нас между военными и народом, никаких конфликтов нет. Присягу принял, автоматные очереди, вот уже 3-й час. Мирный, салютующий. Нет, спасибо, всего доброго. Спасибо, Звят. Я чувствую, и мы все чувствуем братскую руку Грузии. Ваши прибыли вовремя, по телевидению выступили, все время рядом с нами. 1 миллион чеченцев стоит вот здесь на площади. Стрельба идет мирная. Только что говорил с министром обороны СССР Шапошником. Но мы старые приятели. Беспокоятся за свои войска, чтобы здесь них тронули. Но я скажу, комендантский час, я думаю, в Москве будет, а у нас праздник.
Никакой войны здесь нету. Здесь единственное есть политическая борьба и внутри, и за пределами. Мы хотим свободное. Свободный человек только может созидать, как говорит наш президент. И мы тоже к этому присоединяемся. До недавнего времени генерал ВВС Джохар Дудаев командовал дивизией стратегической дальней авиации, дислоцированной в Тарту, и там же занимал пост начальника гарнизона. Сослуживцами характеризуется как жесткий, вспыльчивый, резкий человек. Когда он пишет, то чернила брызжут во все стороны, а бумага позже срется. Я могу в этом плане сказать следующее. Когда я был гостем Джохара у него в дивизии, мы сидели вот так. Он, его начальник штаба дивизии, втроем. Так вот, его начальник штаба дивизии сказал дословно следующее, что более эрудированного человека, более, так сказать, лучшей кандидатуры на этот пост Тартусского гарнизона, то есть командование, он в данном случае отдавал должное командованию ВВС, что более лучшие кандидатуры, говорит, на этот пост просто не смогли бы найти. Но я считаю, что, ну, во-первых, очень большой такой, ну, будем говорить, моральной, нравственной чистоты человек, очень глубоко знающий историю, что самое главное, историю своего народа. Я уж не говорю даже. Бог видит, кого волен послать. Шикарная библиотека. Я встречался с летчиками, хорошо знавшими, и с которыми работал в Афганистане и Рудской. Я летел из Моров в Ташкент с летчиками его эскадрильи полка. И должен сказать, что имя его вызывало и смех, и аллергию. Это без преувеличения. Позер и политический авантюрист. То, что он мелет, вчера только по телевидению зачитывает. Вот постановление председателя исполкома Дудаева. Значит, законы Российской Федерации, не дочитывая конечную фразу. Да, на переходный период, поскольку нет своих законов, мы приняли постановление, в котором действуют законы Российской Федерации, чтобы какие-то законы действовали. И они ничем не плохи, в общем-то, но не ущемляющие интересы декларации о суверенитете. Он не дочитывает последнее, значит, продолжение и вводит в заблуждение всех. Итак, в каждой его фразе, произнесенной человек, ложь неприкрытая. Сначала обстановка у нас отличная была, но вводом российское телевидение и выступление Рудского, вице-президента России, привело к тому, что неправдивая информация, которая поступает по телевидению, вот и создает такой ажиотаж. И с уверенностью можно сказать, что если бы в российском парламенте или Верховном Совете не было бы оплота для ГКЧП, то ГКЧП не могло бы состояться. Все правильно. Когда проклинали наших чеченцев, унижали, я потом около стариков подошел чеченцев кушать и услышал: «Бисмиллахи рахмани рахим», дай Бог, чтобы не нуждался ни мусульманский, ни христианский веры, чтобы все жили нации равномерно и хорошо, кто Бог создал. Поэтому этим симпатиям я вернулся на Кавказ к себе на родине, а то я и свою нацию уже забыл. Вы понимаете? И потом, мое желание всем чеченцам, всем, кто бы здесь бы не жил, на равноправных условиях гордо держал каждый свою обычай, по своей вероисповеданию и не унижал друг друга, трудились для блага, для себя же, для желудка, для своей, как сказать, быту. А все это задумал старый Щельма Дунаев. Это его сценарий, это его стиль, это его методы. Ну и подогрев еще Рудского, политикана, решили отыграть на сценарий, обманув и своих начальников, и своих доверенных, и депутатов. Во-первых, с Хасбулатовым мы договаривались в присутствии Бургулиса и остальных, что он соберет Верховный Совет бывшей автономии только на одном условии – для распуска. Значит, мы заранее предугадывали 5 вариантов провокаций, направленные против нас, против нашего движения. Первое – это чеченцев-акинцев в Дагестане, значит, спровоцировать на конфликт с дагестанцами. Второе – казачество против чеченцев. Третье – разделение ингушского чеченского народов.
и подогревание внутри национальной розни. Четвертое. Перетягивание одеяла с Грузией, нового явления массовых общественно-политических движений, течений, которые появились как грибы, демократы, демократичнее, еще демократы. И этот вариант перетянет на нас. И напоследок оставить конфликт ингушский и осетинский. Все идет по сценарию. Все это мы видим, все это мы предугадываем, прогнозируем. Нас спасает то, что мы заранее готовимся. Готовились и к этому, вводу чрезвычайного положения. Мы его спрогнозировали. Значит, от меня требовали присяги гораздо раньше, но тогда мы не были готовы к возможной агрессивности через вооруженный ввод сил. Я специально перенес его на 9 число, чтобы было время для внимательной и тщательной подготовки, принятия контрмер. Прогноз точно оправдался. Мы знали передвижение войск, отслеживали, знали, что будет такая провокация с государственным терроризмом. Поэтому хороший прогноз, анализ и возможные последствия, заранее продуманная подготовительная часть с резервами дает нам возможность уже 3 месяца ежечасно, без крови, локализовать наши беды, наши заботы. Полностью эта вся дорога была блокированная просто людьми, грузовиками, на случай, если вдруг там ОМОН сразу вступит в свои обязанности. До утра ни один человек не ушел отсюда. Количество не могу сказать. Настолько много было, просто не сосчитаешь. Сейчас информация 632 человека, говорят. Было, да? Да, точно. Разговаривали с ОМОНовцами, они даже не знают, куда они едут. Им сказали вроде бы, что где-то русских режут, мол, туда-сюда. Но они убедились, уже разговаривали с жителями города Грозного, что это все не так, что ни один из них, даже будет приказ, ни один не выстрелит. Но мы рады, что отсюда уезжаем. Это, во-первых, и мы рады, что люди пусть решают вопросы сами. Мы рады, что не пролилась кровь в первую очередь. Это самое главное, мы считаем, наша заслуга, то, что мы сдержали себя, и то, что они себя сдержали. Я думаю, что в сегодняшнем президенте наша республика нашла человека честного, справедливого и очень волевого. Я считаю, что если президент сумеет сейчас подобрать себе очень творческую, деловую команду, я думаю, что жизнь нашей республики изменится. А планы у него есть, и планы очень интересные. Очень интересные. Дело в том, что этот народ очень гостеприимный по своей натуре, очень благородный. Никогда тех, кто в гостях у него, не обидит. Это раз. И потом отношение к слабым, отношение сильного всегда. То есть помощь этому слабому. Благородство в крови, короче говоря. И к женщинам тем более. Мне сейчас совсем не вместе, не трудно совсем. Труднее было, пожалуй, наверное, как всем женщинам, когда были маленькие дети в начале пути. Привыкала к трудностям в то время. А сейчас мы, слава ваших предков, потомки этих гор, оружие не слагали бесславно с давних пор. Опять горят зорницы в заснеженных горах. Настало время биться. Опять кричим: «Орцдах!» Всем дорога свобода. Настал и ваш черед. Столетняя дорога Вигнахская. Вперед! Наш пепел в каждом сердце, пускай стучит в груди. В ком сила есть сразиться на битву, выходи. 3 месяца терпения, смирения позади. Коль мира не хотите, отведайте войны. Вам не травить винахов на братскую войну. Армения, Осетия и Грузия в дыму, в слезах, крови и пламени, не по своей вине. Мы жить хотели в мире, готовимся к войне. За снежные вершины, за честь, за дом, за род, за славу наших предков. Орцдах! Вставай, народ! До свидания, до встречи. Может быть.
Увидимся в театре.